Всем привет! Скоро выборы, грядут дни агитаций, пустых обещаний. И я хочу рассказать о топ-5 обещаниях, которые невыполнимы и которые депутаты не смогут выполнить. Вы должны об этом знать. Земельный вопрос. Вы будете наверняка обращаться к кандидату в депутаты, а кандидат в депутаты будет говорить, что он обязательно выполнит вашу просьбу. Если вы попросите его помочь с землей, выделить вам землю или продлить аренду на землю, то я вам сразу скажу, что депутат Джугурку Кенеши этого сделать не сможет. Для этого есть у нас местные депутаты городских кенешей или аильных кенешей, или на крайний случай аилы Кунду. У многих граждан нет собственного жилья, и кандидаты в депутаты, естественно, будут играть на чувствах, обещая решить эту проблему. Но давайте откровенно, просто у государства нет денег вам дать бесплатное жилье, и все равно, когда они станут депутатами, они скажут: иди в государственную ипотечную компанию. Еще одна проблема, с которой сталкиваются наши граждане, это суды. Суды затягиваются, кто-то проигрывает в судах. И, естественно, граждане будут ходить к кандидатам в депутаты, просить их решить ту или иную проблему. Но депутат не сможет написать письмо на имя судьи, не может прийти на судебный процесс и, естественно, не сможет решить ваше отдельное судебное дело. Часто граждане сталкиваются с милицией. У многих у нас бывает иногда проблемы, у наших родственников. И когда ты не находишь связи каких-то, знакомых каких-то, ты хочешь решить эту проблему через депутатов. Кандидаты в депутаты, конечно же, для того, чтобы получить ваш голос, могут сказать: дай-ка я стану депутатом, я попробую или я обязательно решу твою проблему. Не верьте этим сказкам. Депутат не вправе вмешиваться в уголовные дела. И самая популярная проблема, с которой сталкиваются граждане, это кредиты. Кто-то берет в кредит и не может вовремя погасить, а таких у нас много. Естественно, сразу обращаются к депутатам или к кандидатам в депутаты. Не верьте, если вам кандидат в депутаты скажет: обязательно я в парламенте решу твою проблему. Он не сможет приказать банку отменить, простить вам долг или продлить вам кредитный договор. В самом крайнем случае, конечно, депутат может заплатить за ваш кредит, но это практически никогда не бывает. И напоследок, не продавайте свои голоса, это очень важно. Не верьте пустым обещаниям, не верьте в сказки и не позволяйте кандидатам в депутаты наматывать лапшу на ваши уши. Поделитесь этим видео, чтобы как можно больше граждан знали, какие обещания могут быть пустыми и какие обещания невыполнимы кандидатами в депутаты.